Всем мира, друзья! Сегодня продолжим разговор о взаимоотношениях Ногайской Орды и Казахского ханства. Поехали! К середине XVI века все более возрастающим фактором становится экономическое тяготение к Москве западной части ногайских улусов. В силу этого обстоятельства крепнет московская партия внутри Ногайской Орды. Улусы в восточной части Ногайской территории, на Яике и на востоке от него, имели тесные экономические связи со Средней Азией. Именно на эти улусы опирался князь Юсуф, возглавив в 50-е годы антимосковскую политику Ногайской Орды. При осуществлении казанского дела на рубеже 40-х-50-х годов XVI века русская дипломатия умело использовала как противоречие между Крымской и Ногайской партиями в Казани, так и противоречия в самой Ногайской Орде. В 1547 году, например, неожиданно обострились отношения Казани с представителями антимосковской политики в Ногайской Орде, когда Сафак-Гирей, поставленный на престол с ногайской помощью, но зависимый от крымской партии, отказался от прежних обещаний ногайского Мурзы Юсуфа сделать его сына Юнуса князем на мангытском месте в Казани с выдачей ему мангытских доходов, уступки ему горной и арской стороны под Казанью. Чтобы сгладить обиду обманутого Юсуфа, доминирующая крымская партия в Казани возвела на престол после его смерти двухлетнего сына Утямыш-Гирея, то есть сына Сафа-Гирея и ногайской ханши Сюнбике. А саму Сюнбике, которая была дочерью Юсуфа, провозгласила правительницей, но соглашения с Ногайской Ордой так и не были достигнуты. Как сообщал посол в Ногаях Иван Фицов, Юнус Мирза, Юсупов сын, ходил в Казань, хотел, чтобы его взяли на княжение. И казанцы его в Казань не пустили, и людей у него многих побили, и нынче мирзы сбираются, а осень хотят идти на казанских мест воевать. А крымский царь с Ногаем в недружбе. В дальнейшем Юсуф, а затем и Юнус пытались политическими средствами предотвратить присоединение Казани к России. Юнус Мирза в послании, привезенном в Москву 7 июля 1551 года, излагал план совместного с Москвой управления Казанью и союза против Крыма, изгнание крымцев из города, возведение ставленника Москвы Шигалея вновь на царство, а его, Юнуса, на княжение. Но в это время московское правительство приступило к окончательному покорению Казани с помощью военной силы. В 1551 году новый крымский хан Давлет-Гирей возглавил антимосковскую коалицию. В послании, полученном в Москве 26 мая 1551 года, Юсуф князь писал: «Крымского первого царя не стало, а на его место иной царь учинился. И тот царь с нами в дружбе и в братстве учинился». Тем не менее, Исмаил Мирза, правитель Ногаев, отказался примкнуть к антимосковской коалиции и отговорил Юсуфа от похода на Русь весной 1552 года, из-за чего между ними возникла великая нелюбка. Исмаил предлагал Москве возвести на Астраханский престол своего родственника Дервиша Али. Накануне Казанской осады и уже после падения Казани осенью 1553 года Исмаил еще дважды воспрепятствовал походу Юсуфа на русские Украины. Хотя князь сметил всех своих людей 100 тысяч до 20. После безуспешных попыток возвращения в Ногай дочери и внука, имеется в виду ханша Сюмбике и малолетнего Тямыш-Гирей, Юсуф оказал помощь сопротивляющимся казанцам, отпустив к ним, согласно их просьбе, сына Али Мирзу. Враждебные действия Юсуфа по отношению к России привели к тому, что московское правительство на рубеже 1553-54 годов вступило в соглашение с Мирзой Исмаилом и его сторонниками. 2 июля 1554 года русские войска взяли Астрахань, а на престол был посажен Дервиш Али. Исмаил, согласно договору, выступил против Юсуфа и его детей. В кровавом сражении Юсуф князь и его многие мирзы были убиты. В 1556 году междоусобицы в Ногайской Орде продолжались. После короткого перемирия с Исмаилбеком Юнус, сын убитого Юсуфа Мирзы, захватил власть в Орде, но Исмаил при поддержке астраханских воевод вновь одолел своих противников. Юнус был взят в плен и отправлен в Москву. Междоусобицы ногайских правителей, сопровождающиеся истреблением людей, уводом и разграблением улусов, имели самые тяжелые последствия для народа. Суровая зима, неурожай и голод 1557-58 годов усугубили положение. В этих условиях массовым явлением было бегство улусов на запад в Крым и на восток к казахам, в Ургенчские и Бухарские пределы. Мирные отношения Ногайской Орды с казахским ханством
существовавшие в 40-х годах XVI века, сохранились при Юсуфе князе, так как он в связи с вмешательством в дела Казани, а затем борьбой с Исмаилом, был крайне заинтересован в спокойствии в восточных пределах страны. Возможно, он шел на какие-то политические уступки казахским правителям, что помогало ему поддерживать согласие. Но казахов не могли не тревожить династические браки ногайских правителей. Юсуф две дочери свои дал замуж за Баракова царя, брата, да за сына. Ташкентский Барак-хан, Nauруз Ахмед-хан, вполне вероятно владел и частью казахов, так как некоторые источники называют его казахским ханом. Исмаил Мурза в 1551 году выдал свою дочь за сына ургенческого хана. К тому же у самих казахов в начале 50-х годов не было еще согласия относительно кандидатуры старшего хана. Некоторые казахские политики считали возможным возвести на престол хана из новой династии. В казахском ханстве шел процесс восстановления разрушенной системы государственной власти, в упрочении казахских улусов возрастала тяга к объединению. В этих условиях в середине 50-х годов к власти пришел Хакназар хан. В 1557 году, когда начался наиболее разорительный этап междоусобиц в Ногайской Орде, на одной стороне которой был бек Исмаил, а на другой Юнус, сын Юсуфа Мирзы, казанский хан оказывает уже поддержку противникам бека Исмаила. В эти годы шло восстановление власти казахских ханов и султанов над западными казахскими и присоединившимися к ним ногайскими улусами. Приток населения в западные улусы был немаловажным фактором усиления казахского ханства. Как справедливо отмечает Миллер, раскол среди ногайцев оказал большое влияние на политическую жизнь Средней Азии. С Мурзой Исмаилом осталось ничтожное количество улусов. Казахи не только освободились от прежнего сильного врага, но и приобрели мощное подкрепление. Так как из-за междоусобных войн в 50-х годах Ногайская Орда была занята собой, казахское ханство, используя это обстоятельство, энергично принимается за среднеазиатские дела. Однако достичь значительных успехов в направлении Мавераннахра им так и не удалось. Разрозненным казахским силам не удалось достичь успеха и в борьбе с могулами на территории современного Северного Кыргызстана. В направлении нагаев казахи поддерживали больше сторону детей Юсуфа и Шихмамая против Исмаила. В последующие несколько лет источники не отмечают фактов ногайско-казахских столкновений, то есть в целом казахско-ногайские отношения и в 60-е годы, вплоть до 1568 оставались мирными. Немаловажную роль в осложнении отношений между Ногайской Ордой и казахским ханством играла их позиция по сибирскому вопросу. Кучум-хан, о котором мы рассказывали в 18-м выпуске, захватил власть в сибирском ханстве в 1563 находился в дружеских отношениях с Бухарой, а с ногайскими правителями установил династические связи. Сын и наследника Али женил на дочери Тенихмата, бека Ногайской Орды с 1564 года, а дочь выдал замуж за Акмурзу. Распространение власти Хакназар-хана на территории современного северного и северо-западного Казахстана натолкнулось на противодействие не только сибирского ханства, но и Ногайской Орды. Казахское ханство включается в борьбу с ними за обладание башкирскими улусами. К концу 60-х годов основным направлением внешней политики казахского ханства стало западное. Противоречие между казахским ханством и Ногайской Ордой, соперничество за обладание западно-казахстанскими землями вновь выдвинулось на первый план. Выражением этого явления стал крупный казахский поход на Ногайскую Орду. Казахское войско подошло вплотную к Астрахани и встало на Старом Городище, то есть на месте Хаджи-Тархана золотоордынского времени. Здесь они зазимовали, дожидаясь подхода объединенных османских сил. Возможно, казахское войско отступило из-под Астрахани лишь весной 1569 года. Все эти события происходят на фоне сложных отношений между Москвой и Ногайской Ордой, где Орда становилась все более зависимой от русского царя. Бейтинихмат, сын Исмаила, в 1565-67 годах налаживал связи с крымским ханом и даже обещал ему помощь в антимосковских действиях. Это был период дипломатической подготовки Турции и Крыма войны с Россией.
Не случайно в 1567 году в Стамбул прибыло посольство Хорезмского хана, который призывал султана начать войну с Россией. В общем, поход казахов на Астрахань потряс Ногайскую Орду. Казахи были отбиты лишь с помощью русского оружия. Однако Ногайская Орда все-таки была в состоянии колебания между Москвой и Крымом. Нерешительность больших нагаев в вопросе отхода от московской политики объяснялась тем, что потребности Ногайской Орды, особенно экономические нужды ее господствующего класса, не могли удовлетворить ни Крым, ни Турция. Москва, зная о колебаниях больших нагаев, проявила в этот период гибкость дипломатии. Оказав военную помощь против казахского ханства, добилась окончательного привлечения ее на свою сторону. Казахский Хакназар хан, оценив обстановку в 1569 году, не примкнул к османской коалиции. Как предполагают ученые, он сделал выводы из опыта событий 1568 года, когда казахи наглядно убедились в силе московского государства, его способности отстоять свои расширяющиеся владения на Востоке. Конец 60-70-х годов XVI века – период наибольшего при Хакназар-хане могущества казахского ханства. Некоторые предания приписывают Хакназар-хану реорганизацию управления, деление казахов на джузы. Не исключено, что после десятилетий междоусобиц правящего класса в эти годы были перераспределены кочевья, провозглашены новые принципы перекочевок, образованы новые генеалогические единицы. Расширились внешнеполитические связи государства. Что же касается казахского ханства и Большой Ногайской Орды, то они соперничали, в частности, за обладание башкирскими улусами. По преданиям, Хакназар-хан собирал дань с башкортов, сибирских ногайцев и татар. До Хакназар-хана башкортами, жившими по рекам Бела и Яйку, владел сибирский Кучум-хан, а городскими башкирцами – ногайские мирзы. С начала 70-х годов значительно усилившееся казахское государство проявило заинтересованность в налаживании контактов с московским государством, что и было ускорено наметившимися общими интересами политического и экономического характера. Ногайская Орда ревниво предохраняла Москву от связи со своим восточным соседом, не без резона полагая, что эти связи ухудшат ее международные позиции. Неудивительно, что политические отношения между московским государством и казахским ханством были восстановлены именно в годы, когда Ногайская Орда временно выпала из внешнеполитического влияния России. Так было в годы походов крымского хана Давлет-Гирея на Москву. Поддержка Давлет-Гирея дорого обошлась ногайским мирзам. В 1572 году ногайские улусы подверглись ответному нападению. Те события привели к резкому охлаждению ногайско-крымских отношений, когда крымский хан не поддержал их против Москвы. Большие нагаи убедились в бесперспективности союза с Крымом. В январе 1574 года люди Тинихмата увели ногайские улусы, подвластные крымскому хану. Хан и царевичи не смогли перехватить их. Ногайцы отписали хану, что терпели от Крыма притеснение. Летом 1576 года в Москву прибыли ногайские послы. Послы убеждали, что их правители ото всех отстали и будут неотступны от Москвы. В 70-е годы связи между казахским ханством и московским государством развивались так, что не могли не тревожить Большую Ногайскую Орду, у которой казахское государство оспаривало право владения обширными западно-казахстанскими землями, выгодными кочевьями и торговыми путями. Тинихмат старался всеми силами испортить отношения между Москвой и казахским ханством, зная, что его воины очень нужны царю в Ливонской войне. Однако и здесь московская дипломатия сумела удержать контакты и с ногайцами, и с казахами. Новому ногайскому князю Урусу, занявшему место умершего в мае 1578 года Тинихмата, пришлось уже пространно объяснять характер взаимоотношений с восточным соседом и добиваться изменения политики сильного союзника Москвы по отношению к казахскому ханству. Позиция Уруса была далеко не безразлична Москве. От решения этого вопроса в какой-то степени зависел дальнейший характер русско-ногайских отношений. Такова была динамика взаимоотношений казахского ханства и Ногайской Орды
с середины XVI века по 70-е годы XVI века. В будущем мы обязательно вернемся к обсуждению вопроса между казахами и нагайцами. А пока что обязательно ставьте лайки этому видео. Пишите в комментариях свои мнения о выпуске. Знакомьтесь с историей вместе с нами и обязательно подписывайтесь на наш канал. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау болыңыз. И до новых встреч. Пока.